Простой, отзывчивый, умный и правильный. Именно так вспоминают сегодня героя Абхазии, добровольца из Санкт-Петербурга Александра Жука. С детства мечтавший об армейской службе Саша после окончания Пензенского высшего военного училища был направлен в Азербайджан, а затем в Гудауту на 7-ю военную базу. А потом началась Отечественная война народа Абхазии. Были необходимы профессиональные военные, вспоминает герой Абхазии Заур, или как его еще называют, Лакут Зарандия. Именно он тогда нашел Сашу в Гудауте. Возьми, говорит, меня. Я, говорит, кадровый офицер. Я говорю, хорошо. Я взял его, прилетел сюда. С ними вместе. С ним еще был Лашкарев Сергей. Мы когда начали организовывать батальон быстрого реагирования в Человах, я его там командиром назначил. С нашими людьми так общий язык находил. Он какой подход имел, он близкий был к человеку, он просто имел такой подход, что я не знаю, я такого человека не видел. Под руководством Александра Жука строились оборонительные линии и сооружения, разрабатывались планы диверсионно-разведывательных и наступательных операций. Он был рассудительным, с повышенным чувством справедливости и обладал качествами настоящего лидера. Умелые действия и тактические знания Александра Жука сохранили жизни многим бойцам Восточного фронта, говорит Заур Зарандия. 26 декабря у нас был бой. Мы у них один БМП или два БМП, 5 единиц технику взяли. 3 танка взяли или 4 танка взяли, 1 БМП взяли. Вот. Но полный боевой комплект в танке, он еще ни разу не стрелял. Саша сел, ствол развернул и давай в сторону порта начал стрелять. Все он умел. Мы тогда взяли в плен замминистра обороны Республики Грузии Карлен Карлович Каландадзе со своим сыном по инженерным войскам, его заместитель и еще 2 человека. 5 человек мы в плен взяли. Александр тщательно в течение 2 суток готовил Покашскую операцию по разгрому противника, в которой сам лично принимал участие. Операция была проведена успешно, без потерь личного состава. Ростаи партахидзу Покаша ху, акр шалену брилыкутан. С этой сопки начали убивать прямо в окопе наших беслохубцев в оппозиции. Беслохубцы оппозицию сняли. Приехали ко мне. Мы не можем, говорит, сидеть в оппозиции. Как не можете? Вот так прямо, прямой наводкой пушкой их убивали танком. И пошли мы с Сашей разрабатывать вот этот план, чтобы просто и порта вот эту сопку освободить. Не освободили это. Там у нас Хадис погиб, бедный. Хадис кабардинец. У него здесь пуля попала и вот сюда вышла. Там, когда Хадис пулю поймал, Гена Карданов взял вот этот танковый пулемет и вот так голыми руками и начал стрелять. Вот эта рука все обожженная была, бесстрашный был. Но мы тогда вышли без потери. Хадис погиб, это через 10 дней. 27 февраля 1993 года была проведена Маркулская операция. Разведдиверсионным батальоном командовал Александр Жук. В этот батальон входила группа «Ислам» как один из взводов. Батальон назывался «Сова». В Маркулской операции группа попала в засаду в районе Сакабалью. Перед операцией Александр Жук разбил бойцов на тройки. Разведданные говорили о том, что там 3 вражеских дзота, а личного состава не более 100 человек. Но на самом деле дзотов оказалось до 15, а госсоветовцев до 500. В течение боя к ним прибыла подмога, БМП, КАМАЗы, полные солдат и около 10 машин скорой помощи с личным составом. Тогда Александр Жук и еще 5 абхазских бойцов попали в плен к грузинам. Лакут Зарандия, как сегодня, помнит голос врага по рации: «Жукова, сюда ко мне». В плен он раненым попал, у него на ноге была слепая рана. Но его убили там, добили. Его убили мучительной смертью. Экспертизу сделали в Гудаутах, его на будилку посадили. Это было в феврале 27 числа.
Поселок надо было освободить. Ну, разведку мы сделали. 2 часа ночи с разведки пришли. Ну, с 2 до 4 мы не учли, что там надо было дозор оставить междувоенные. Они заполнили поселок. Наши танки были в Человах. Танки пригнали, все, что имели, всех человцев. Другой батальон, наш батальон. И пошли в бой освобождать поселок. Мы освободили поселок. После произведенного обмена тело Александра было еще теплым. Командир абхазского батальона Заур Заранди, возглавлявший операцию по обмену, не сразу понял, в чем дело, ведь не было огнестрельной раны. Мы грузин обрабатывали, чистые простыни заворачивали, его вещички собирали в голову, ложили в носилку, вот так отдавали. Тот день, когда вот надо было наших спасти, когда Жукова я услышал, я даже вышел на этого коменданта города Чимчири, Ониани Тенгиз был такой. Ониани Мохран, это мой друг был до войны. Я с Тенгизом вышел на связь. Тенгиз пришел ко мне навстречу, когда надо было нам поменять. Он пришел навстречу, но за ним 50 человек охрана. Я один пошел, я говорю, ты что? Я говорю, выйди сюда, выйди, не бойся, охрана мне не надо. Я говорю, сюда иди. Ему стыдно стало, он остановил их, вышел. И тот момент нас начали бомбить. Сушки. Мы вместе упали. У него пистолет, у меня пистолет. Отправили гроб с телом героя в его родной Питер к отцу, участнику Великой Отечественной войны, капитану первого ранга. Когда на панихиду пришла наслышанная о героизме погибшего русского воина абхазская делегация, присутствовавший там Рауф Файба на правах старшего по-абхазски воскликнул «Щум хошкал», «Преклоните колени». Все преклонили и на коленях оплакали своего защитника. На отца, потерявшего единственного сына, это произвело сильное впечатление. «Теперь я точно знаю, что мой сын погиб не напрасно», — сказал он, вспоминает Заур Заранди. Мы здесь тоже так и сделали. Как мы своего племянника оплакивали, 2 гроба вместе стояло в одном доме, у племянника дома. Племяннику был 30 лет, а ему было 24 года. Я его увез в Гудауту. В Гудауте сделали экспертизу, от чего он умер. И повез в Адлер и отправил груз 200 родителям. Рауль Тархунович Айба, Миша Чантович Заранди, они там встретили. Они все там сделали, все, что надо было. При жизни с Александром Жуком познакомились медсестра Лариса Хаджимба и Марина Бжания. Каждый год в день рождения Саши они вспоминают его, публикуя посты о его героизме. Прошло уже 30 лет со дня его гибели, но память о нем живет до сих пор. Это мы можем наблюдать в социальных сетях. Светлая память, вечная память герою. Слава герою! Спасибо за свободу Апсны. Низкий поклон герою Абхазии. Марине Бжане было сложно сдержать слезы, ведь она никогда не забудет последнюю встречу с Сашей. За пару дней до смерти Александр Жук будто прощался с друзьями, предвидя свою гибель, говорит Марина. И то, что мы вот запомнили больше всего, вот именно вот эти февральские события, которые длилось 3 дня, крупномасштабное наступление, вплоть до рукопашного. Вот. И как-то вот перед началом этой операции, как-то вся группа приехала, естественно, их покормили, как-то мы все сидели, и он позвал нас, придумал, как будто у него день рождения. Наверное, он хотел как-то все высказаться. Он рассказывал, как он скучает по родителям. Он рассказывал, откуда я могу знать, про младшую сестру рассказывал, как он скучает, как вот после войны он поедет и увидится с ними. А вот самое главное, что нам запомнилось, он смеялся и говорил, если меня, говорит, возьмут в плен, я, говорит, сделаю вид, как будто я их и все сведения выкачаю и обратно вернусь и абхазцам все выложу. Даже я помню, вот Игорь Ракаба, вот с их группы, играл на аккордеоне, они танцевали, пели песни. И он тоже погиб, кстати. Мне казалось, что вот эти ребята, вот последний раз мы видели.
их. Саша Жук вел ежедневник. Там он писал о своих воспоминаниях. В архиве АГТРК есть передача о нем, которая начинается со слов из его дневника: «Стараться быть всегда впереди, жить не для себя, а для людей». Мы, говорит, приехали, говорит, за вашу идею справедливую защищать, говорит, малочисленный народ. Как каждый командир, у него цель была такая – добиться победы с наименьшими потерями. Несправедливую сторону, вот так вот, скорее всего. Он никогда не встал. Никогда бы не встал. Он очень был, вот где правда, на той стороне он стоял. Мне очень жаль сына, что я потеряла, но у меня гордость, то, что мой сын так гордо погиб, и мне никогда не стыдно. В селе Маркула Чемчирского района идет установка мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Строительство приурочено к 30-летию со Дня Победы и независимости Абхазии. Место для мемориала было выбрано не случайно. Именно здесь абхазские ополченцы встретили первый бой во время войны. Бойцами были подбиты 3 вражеских танка. На этом месте навсегда увековечат и имя героя Абхазии Александра Жука. Сария Кварацхеля, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.